Пророк Аллаха сидит в мечети. Достоверный хадис. Пророк Аллаха сидит в мечети, и там с ним сахабы. И пророк Аллаха говорит сподвижникам. Говорит, сейчас сюда зайдет человек. Клянусь Аллахом, он из обитателей рая. Я хочу, чтобы вы представили. Вы сидите в этом собрании, и пророк Аллаха клянется Аллахом, что человек, который сейчас придет в это собрание, из обитателей рая. Ну, сахабы начали говорить друг другу. Как ты думаешь, кто это будет? Они думали, сейчас зайдет какой-нибудь крутой сахаб. Сейчас зайдет там Умар, Абу Бакр, один из таких серьезных. И вот заходит человек. Половина вообще его не узнали, не знали, кто такой. Валлахи, в хадисе даже не упоминается его имя. А сегодня каждый из нас думает, посмотрим на больших людей. Вот ислам, посмотри на этого человека и на того. Валлахи, Аллах не смотрит на поступки. Мы судим друг друга по поступкам, потому что мы мелочные. Аллах судит по нашему сердцу. И они переглядываются, мол, что это за человек? А человек зашел, никто его не знает. На следующий день пророк Аллаха в этом же собрании принес клятву Аллахом, что человек, который сейчас войдет, из обитателей рая. Люди переглядываются, входит тот же человек. И так 3 дня, мое время вышло. Так было 3 дня, один и тот же человек приходил в собрание, и один из подвижников сказал: «Так, хватит. Кто же он? Мы даже не знаем, как его зовут. А пророк Аллаха говорит, он из людей рая. Я все отдаю за религию. Обо мне пророк Аллаха так не сказал. Мне рай не гарантировал». Из подвижника этого звали Абдулла бин Амр. Абдулла ибн Амр ибн Аль-Ас. Расскажу вам немного об Абдулле, просто чтобы вы поняли, насколько глубока эта история. Абдулла думает, как так, ему обещан рай 3 раза. А мне не обещано. Абдулла, сын Амра ибн Аль-Аса. Амр бин Аль-Ас был сподвижником, который открыл Египет. Следите за мыслью. Амр бин Аль-Ас – сподвижник, открывший Египет. Его сын Абдулла был один из самых великих уббад, одним из самых великих поклоняющихся Аллаху. Я расскажу в чем. Передается, что разница в возрасте между Абдуллой и его отцом Амром, кто знает, сколько она была? 11 лет. Между отцом и сыном, между Амром бин Аль-Асом и его сыном Абдуллой, 11 лет. Знаете, что это значит? Амр зачал Абдуллу в 11 лет. А сегодня братья, которым 35, холосты. Говоришь, ну что, ты думаешь жениться? Я слишком молод. Слишком молод? Ахи, у меня минут 10. Пусть люди послушают, дайте мне 10 минут. Братья и сестры в 35 все еще не женаты и не замужние. Как так вышло? Вот, смотрите, не знаю, как вы, я мыслю очень практично. Я не рассуждаю логично. Любой брат, который рассказывает мне, что ему 35, и он не думает о женитьбе. Так тут дети сидят. Но я сейчас скажу вам. Либо вы втихаря на стороне кое-что мутите, или у вас большие проблемы. Ну, в общем. Так вот, разница в возрасте между Абдуллой и его отцом Амром бин Асом 11 лет. Абдулла был одним из тех молодых ребят, который был одним из самых великих уббад, поклоняющихся Аллаху днем и ночью. Вплоть до того, просто чтобы вы представляли, каким поклоняющимся был Абдулла. Он настолько был в это погружен, что его отец Амр умолял сына, чтоб он женился. Вы скажете, что, умолял его? Я своих родителей умоляю, они не разрешают мне жениться. В противоположность тому, что сегодня его отец умолял его: «Абдуллах, пожалуйста, женись!» И его отец заставлял его жениться. И, пожалуйста, достоверный хадис. Хочу, чтобы вы представили. Абдуллах, молодой парень, никогда не видел женщины, не как мы с вами. Никогда не видел женщину в харамном плане. Он жил в Медине, все были укрыты. Он вообще, наверное, женщину в жизни не видел. И его отец старался его женить. И вот в ночь его свадьбы
Представь, ты молодой парень. У тебя красивая невеста, вся такая красивая, вся такая нарядная, готовая. И вот она сидит там, так брачная ночь. Она его ждет в постели, ждет, пока придет молодой муж. Его молодая невеста ждет его. Он приходит домой после Айша, жена ждет, и что вы думаете было? И он приходит домой и говорит, напоминаю, брачная ночь. Говорит, прости, я 2 раката почитаю перед... Ну, она, конечно. А какая женщина откажет? Да-да, конечно. Я подожду, иншаллах, вперед. Молись. Брачная ночь. Он заходит в комнату, говорит Аллаху Акбар и читает 2 раката с Айша до фаджра. Она ждет. Уверен, она уснула уже раз 100. И она думает, что за Уали взял меня в жены. И она думает, так, ну естественно, сейчас он пойдет почитает фаджр и придет ко мне. И вот он пошел читать фаджр, приходит, она его уже заждалась, а он приходит и говорит, прости меня, я так-то пощусь сегодня. Чё говорит? И 3 дня подряд он постился днем и молился ночью, а его жена все это время так и оставалась нетронутой. Нетронутой. Я даже не знаю, читали ли они Айша вместе. 3 дня подряд. И вот через 3 дня Амр бин Аль-Ас думает, пойду проведаю невестку. Приходит к невестке, говорит, ну как тебе мой сын Абдуллах? Она говорит, не знаю, вам виднее, вы его лучше знаете. Он за 3 дня ко мне так и не прикоснулся. И он так разозлился, схватил сына, привел к пророку Аллаха, говорит, разберись с ним, пожалуйста, он надоел мне. Аллах, я это рассказываю не чтобы вас развлечь, а чтобы понять, что за человеком был Абдуллах. Абдуллах сидит на собрании, и пророк Аллаха пообещал кому-то рай, а ему рай не пообещал. И уж ему-то нужно было в этом разобраться. И Абдулла пришел к этому человеку. И вот они встретились, как я у себя на родине говорю, как в болливудском фильме. Говорит, мы тут с отцом не поладили. Я просто подумал, можно у тебя 3 дня пожить? Он хотел понаблюдать, что этот человек делает такого, чего не делаю я. Он говорит, да-да-да, конечно, проходи, ты же мой гость. Абдуллах говорил, я наблюдал за ним как ястреб. Что он делает такого, чего я не делаю? И он рассказывает, мы прочитали Айша, пришли домой. Я, говорит, думал, 100%, сейчас тахаджуд всю ночь будет читать. И, говорит, к моему удивлению, он пришел домой, лег спать, проснулся перед самым фаджром, почитал тахаджуд и потом прочитал фаджр. Я, говорит, в шоке был. Он думает, может он днем что-то делает. Найду ему оправдание. А сегодня мы с вами не ищем оправданий. Не-не-не, 100% у него было такое намерение. И Абдуллах думает так, найду человеку оправдание. Он, говорит, спит ночью, просыпается перед самым фаджром, читает тахаджуд, потом мы вместе идем читать фаджр, думает, 100% он будет поститься. И говорит, к моему изумлению, мы пришли домой, он приготовил завтрак и позвал меня завтракать. Как так? И говорит, 3 дня подряд. Он не постился ни дня. И молился ночью, он лишь какую-то часть ночи. И через 3 дня Абдуллах открыл ему карты. Говорит, послушай, не ругался я, говорит, с отцом, но 3 дня пророк Аллаха обещал тебе рай. И я хотел посмотреть, что ты такого особенного делаешь. Я, говорит, 3 дня за тобой наблюдал и ничего особенного не заметил. В плане поступков, поклонения, я-то то же самое, что и ты делаю. И этот брат говорит, нет, Абдулла, валлахи, вот что есть, то есть, я ничего не скрываю. Вот какой есть. Уверен, говорит, может есть что-то? Нет, говорит, вот только то, что ты видел. Ладно, говорит, джазакаллах, брат, спасибо за гостеприимство. Собрал сумку и пошел. Абдулла уже отходил, а тот брат вспомнил кое-что, говорит, Абдулла. А, чё, говорит? Но есть одна вещь, которую я делаю. Пожалуйста, говорит, скажи мне.
Он говорит, каждую ночь, пожалуйста, послушайте. Говорит, каждую ночь, когда я кладу голову на подушку, в своем сердце я прощаю каждого мусульманина. Абдуллах говорит, клянусь Аллахом, вот это и сделало тебя обитателем рая.